Чао! Друзья, сегодня поговорим немного о глаголах, а именно о тех глаголах, которые существуют и в русском, и в сербском языках, но они используются по-другому. То есть они требуют других падежных форм. Глагол играти, то есть играть в данном случае. Например, играть во что-то. Но мы не говорим играть во что-то, мы говорим просто играти нешто. Значит, там будет аккузатив, то есть винительный падеж, но без предлога. Не говорим играть в футбол, то есть там не будет играти у футбол, например, будет просто играти футбол. Играти футбол, играти карте, играти кошарку, играти шах, играти odbojku, например, и tako dalje. Глагол свирати. Играть на чем-то. Имеются в виду музыкальные инструменты. Значит, ни в коем случае не говорим играти на гитаре или играти на гитаре или играти на пианино, например, или играти на виолини, на виолине. Нет, говорим свирати и снова же аккузатив, то есть винительный падеж без предлога. Свирати кога šta. В данном случае, конечно, šta, потому что инструменты музыкальные. Значит, свирати гитару. Не на гитаре, на гитаре. Свирати гитару. Свирати пианино или свирати клавир. Свирati violinu. Svirati bubnjeve, na primjer. Svirati koga šta. Bez predloga akuzativ и svirati. Не играти. Значит, мы уже говорили. Играти odbojku, играти кошарку, играти шах. Там спорт, либо танцы. А ovdje sviramo. Svirati. Глагол сеćati se. Очень популярный пример. Все путают его. Сеćati се используем с родительным падежом, то есть там будет генитив. Сеćati се кога чега. В отличие от русского, где будет аккузатив, то есть винительный падеж. Значит, я помню свою подругу, будет сеćam се, возвратный глагол, сеćam се своje drugarice. Значит, не кого что, а кого чего. Sećam se ove teme. Sećam se tog čoveka. Sećam se starih vremena. Znači, sećati se koga čega. Genitiv. Подчеркните несколько раз. Генитив. Глагол честитати. Тоже очень популярный пример. Поздравить или поздравлять кого-нибудь с чем-то. Да? У нас совсем другая конструкция тут будет. Иногда даже люди путают все эти глаголы, и я не раз слышала, чтобы кто-то сказал, допустим, честили smo rođendan или честio sam isto rođendan. Значит, вот честили smo или честio sam в принципе ничего не означает, такого слова нет. Есть глагол честитати, и тут, да, тут вообще непонятно, вы праздновали или поздравляли кого-нибудь с чем-то. Значит, если вы праздновали, тогда там будет глагол slaviti. Slavio sam rođendan или slavila sam rođendan. Slavili smo jubilej, slavu, nije važno. A вот čestitati, čestitao sam kome šta. Значит, я не поздравила кого-нибудь с чем-то, а čestitala sam drugarici rođendan, например. Значит, čestitala sam kome, там будет дательный падеж. Значит, не поздравить кого, а кому получается. Čestitala sam drugarici и тот же самый, допустим, день рождения, rođendan. Šta? Акузатив. Или čestitam ti na velikom uspjehu. Na kome, na čemu? Znači, ili akuzativ, čestitala sam drugarici rođendan, čestitala sam drugu slavu, na primjer, или lokativ, я тебя поздравляю, в данном случае там будет локатив. Čestitam ti na velikom uspjehu ili čestitam ti na položenom ispitu. Значит, если я поздравляю прям сейчас вас с чем-то, там будет локатив. Čestitam vam na strpljenju, например. Значит, čestitati kome, дательный, обязательно дательный падеж, šta
Или я вам čestitam, снова же кому, и там будет на kome čemu. Čestitala sam bratu rođendan, čestitala sam bratu Božić, čestitala sam bratu Slavu, čestitala sam bratu Uskrs, ali čestitam vam na uspjehu, čestitam ti na strpljenju, čestitam vam na naučenom jeziku, na primjer. Glagol zahvaljivati se, благодарить. Вот, не будет благодарить кого-то, а у нас там будет захвалюем се некоме или нечему, коме чему. Дательный падеж. Да, и, конечно, это возвратный глагол. Захваливати се. Znači, zahvaljujem se drugu, zahvaljujem vam se na ukazanom poverenju ili zahvaljujem vam se na vašem vremenu. Zahvaljujem se kome čemu. Датив. Еще связано с такой темой, там был вопрос, какая разница между конструкциями хвала за и хвала на. И подробное объяснение вы можете видеть в ролике с вашими вопросами. Там я отвечала уже на такой вопрос. Значит, захвалюем се коме чему. Значит, не благодарю кого, а кому получается. Захвалюем вам се. Хвала вам. Глагол podsjetiti ili podsjećati nekoga na nešto. Напоминать или напомнить кому о чем. Вот, кому о чем, nekoga или кого-то на nešto, на что-то. Podsjećam te na naš dogovor. Podsjećam vas na ispit, na primjer. Значит, напомнить кому о чем будет podsjetiti nekoga na nešto. Pazite. Glagol voziti se ili ići kim čim. Ехать или ездить на чем. Значит, ни в коем случае не говорим едем на автобусе. Нет, особенно потому что глагол едем в сербском языке означает я кушаю, я ем или я кушаю, значит, там совсем можно перепутать значение и смысл. Значит, говорим возим се автобусом или idem автобусом, idem колima. Значит, не колом, снова же, ни в коем случае, кола всегда будут они, кола су нова, кола су моя, возим се или idem колima. Kolima, autobusom, vozom, avionom. Ким, чим. То есть в данном случае, конечно, чиме. Вот, друзья, это все на сегодня. Я надеюсь, вам это помогло. Если есть еще какие-то конструкции с глаголами, которых вы путаете, пожалуйста, пишите в комментариях. Также, как вы видели, у нас теперь есть новая рубрика, которая называется «Чао, Звездана». Я постараюсь раз в неделю отвечать на все ваши вопросы в таком формате. To je sve za danas. Hvala vam i vidimo se uskoro. Ćao!